вечер, уважаемые зрители. Я Влад Давыдов и корреспонденты Якутии-24. Сейчас подведем итоги дня. Смотрите сегодня. КМНС в промышленности в Алдане обсудили трудоустройство представителей коренных малочисленных народов Севера. Какие есть проблемы? Новые требования. Водители междугородних и пригородных автобусов по Якутии должны установить тахографы. Что за система и чем это должно помочь? 10 лет ожоговому центру. Отделение Республиканской больницы номер 2 готовится отметить круглую дату. Чего достигли за это время и какие планы? Отстоять честь республики. Команда Якутии готовится к поездке в Москву на национальный чемпионат Обилимпикс. Идут тренинги. «Научился сам, научи маму». Мастер-класс по таким названиям впервые провели в Ленске, в центре доп. Образования. День рождения Нерюнгри, краеведческая выставка, осенний призыв. Обзор новостей и событий Нерюнгринского района в конце выпуска. Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в правительство России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока. Ожидается, что мероприятия, определенные в этой программе, позволят увеличить объем дальневосточного экспорта в 1,5 раза. Также нарастить долю несырьевого экспорта до 40% и обеспечит поступление в экономику макрорегиона не менее 11,5 триллионов рублей инвестиций. Ну а социальный раздел нацпрограммы включает в себя меры по повышению транспортной доступности населенных пунктов, качества услуг здравоохранения, образования, науки, спорта, культуры, а также меры по поддержке семьи и детства. Кроме этого, планируется увеличить объем жилищного строительства на Дальнем Востоке в 1,5 раза. Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по силе Сибири. Она пройдет 2 декабря, об этом сообщает Интерфакс. Первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря, но позже этот срок был сдвинут на начало месяца. Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Протяженность составит около 3000 километров. Трасса проходит по территории Иркутской области, Амурской области и Якутии. Тем временем первая партия сжиженного природного газа объемом в 33 тонны с назначением в Монголию пересекла российско-монгольскую границу и 5 ноября принята получателем монгольской компании «Юбиметан». Груз в танк-контейнерах был отправлен со станции Нижний Бестях, об этом сообщает пресс-служба компании «Железные дороги Якутии». Отметим, что с момента сдачи участка Томот Нижний Бестях разный бизнес пересматривает свои схемы доставки, пересчитывает цены, расценки, и уже процесс обратной загрузки начинается. К примеру, летом была перевозка цемента, выполнено несколько опытных перевозок леса, а компания «Лорп» завезла баржей первые 5000 тонн каменного угля, отправка которого предусмотрена в сторону Алдана и Нерюнгри для нужд ЖКХ. Законопроект об учете коренных малочисленных народов в первом чтении приняла Госдума России. Регистрацию будет вести Федеральное агентство по делам национальностей. Проект предполагает формирование специального списка лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Внесение граждан в список и исключение из него будет производиться исключительно по инициативе представителей КМНС и на добровольной основе. Добавим, что согласно данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов составила 316 тысяч человек. Ну а вопрос трудоустройства представителей коренных малочисленных народов в нескольких районах Якутии пока не решается. Например, их доля на алданских промышленных предприятиях очень мала. В теме разбиралась наш корреспондент Татьяна Вахнина. На работу в промышленные компании нужно активнее привлекать представителей коренных малочисленных народов Севера. Об этом говорил первый зампред правительства Республики Саха-Якутия, проводя в Алдане выездное заседание. Сегодня нельзя говорить о том, что коренные малочисленные народы Севера, представители не могут работать в промышленности, могут.
И здесь нужно будет эту работу усилить. Я обратил внимание недропользователей на то, что все-таки надо помочь вот тому же самому Белецкому наследию. Да, этот недропользователь оказывает социальную поддержку в целом района, но вот ориентир должен быть все-таки вот на этот наследие. В настоящее время на промышленных предприятиях Алданского района доля сотрудников, представителей коренных малочисленных народов, не превышает нескольких процентов. В качестве положительных примеров первый заместитель председателя правительства привел другие районы Якутии. Алдан Золото работает 87%, это местное население. Только 7 человек из коренных малочисленных народов севера. При том, что у нас есть положительный опыт в том же Оленевском районе, да? Когда люди работают в промышленности. И вот опыт других районов, опыт других недропользователей нужно все-таки применять и здесь. В Алданском районе реализуется региональная программа «Местные кадры в промышленность». В рамках этой программы проводится обучение и трудоустройство жителей Якутии в крупные промышленные компании. Также уделяется внимание трудоустройству жителей сельской местности. Безработные граждане проходят обучение на курсах, организуемых Центром занятости населения. Зарегистрировано в качестве безработных 200 человек. У нас в базе данных есть порядка 400 вакансий. Но здесь, конечно же, у нас есть некий дисбаланс в плане спроса и предложения. На выездном совещании представители республиканских министерств и ведомств отметили, что крупные предприятия оказывают помощь местному населению. Однако линию социального партнерства усилить не мешает. Одним из направлений поддержки является трудоустройство представителей коренных народов в промышленность. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. План по завозу грузов выполнен, несмотря на обмеление судоходных рек. Навигация на реке Лена в этом году открылась 8 мая и завершилась 22 октября в связи с закрытием судоходной обстановки на участке Усть-Кут-Витим. План завоза для навигации 2019 года составлял 1 миллион 190 тысяч тонн грузов, а отгружено было 1 миллион 800 тысяч тонн. Основным фактором нехватки уровня воды стал дефицит притока из боковых рек, а также сокращение количества осадков. Тем не менее, все плановые объемы с Усть-Кута были завезены. Более 2000 междугородних и пригородных автобусов, курсирующих в республике с 1 ноября по новым требованиям, должны быть оснащены тахографами. Что за система и все ли перевозчики установили такие приборы? Сюжет Сусанны Рожиной. Безопасность превыше всего. Именно так можно кратко объяснить необходимость установки тахографов в междугородних и пригородных автобусах и грузовых автомобилях. Данное устройство непрерывно фиксирует всю информацию о маршруте движения, о режиме труда и отдыха водителя и дает сигналы о необходимости перерыва через определенное время. Всего в нашем предприятии на данный момент числится 103 автобуса. Все эти 103 автобуса оснащены режимом контроля труда и отдыха для водителей, так называемым тахографом. А с 1 июля 2020 года уже и городские маршрутные автобусы должны быть оснащены тахографами. Но как к этому относятся сами перевозчики? Для перевозчиков это, естественно, финансовая нагрузка на ее установку, приобретение, калибровку, так называемое приобретение карточек для водителя. Ну а в целом есть постановление правительства и законные лицензионные требования, которые необходимо соблюдать. Помимо самого тахографа необходимо приобретать и индивидуальную карточку водителя. И насколько она действует? Сколько? Ну, он только на 3 года. А потом через 3 Через года? 4 года заново получает. А для того, чтобы заново получить, надо там как медкомиссию проходить? Там? Нет, комиссии нет, там оплату надо. Просто за деньги и все, да? Да, за деньги делает, конечно. А сколько стоит? Сейчас он стоит 5500 за одного водителя. Перед каждым рейсом все водители на предприятии проходят обязательный медосмотр и только после этого получают допуск. Мы каждый через 28 дней проверяем, вот какой водитель, на карту у нас. И там я на свой компьютер ставлю, и там какие нарушения водитель сделал, там все выходит. Превышение скорости или отдых водителя, там все показывает.
На данный момент в Якутии ведется активная работа по лицензированию пассажирских автобусов, чтобы обезопасить в первую очередь пассажиров. Для тех, кто не установит техническое устройство, будут вменяться штрафные санкции. Кодексом предусмотрен административный штраф на физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Это именно на водителей, да? На должностных лиц от 7 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 тысяч рублей. Но при этом все затраты по установке и содержанию данного технического устройства полностью ложатся на плечи самих перевозчиков. И в среднем на одно транспортное средство установка тахографа обходится в 50 тысяч рублей. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутск. Русский язык – это то, что сохраняет общность многонациональной страны, гарантирует конституционные права, идентичность российской нации. Об этом говорил Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по русскому языку. Он отметил, что несмотря на давление на русский язык, необходимо его сохранять и защищать. О чем еще шла речь на этом заседании и какие сегодня есть проблемы в этой сфере. Подробнее и по порядку готова рассказать моя коллега Сарглана Захарова. Пожалуйста. Здравствуй, Влад. Могучий велик русский язык. Язык Пушкина, Толстого, Достоевского. Язык, который объединяет сотни народов, живущих на необъятной российской земле и за ее пределами. Сохранять его – дело каждого. Владимир Путин отмечает две главные задачи, стоящие перед государством. Необходимость обеспечить общий уровень грамотности граждан России и поддержка русскоязыковой среды за рубежом. И, кстати, о втором наш Северо-Восточный федеральный университет выполняет не последнюю в этом роль. Сегодня в заведении учатся больше 300 иностранных студентов. Это представители 38 стран, в том числе из дальнего зарубежья. Все они изучают русский язык, многие с нуля. Здесь в связи с политикой российского государства, где говорится о том, что больше иностранных студентов должно быть в российских вузах, так? И эта политика уже реализуется, и к нам эти ребята приезжают. Для них русский язык – это, конечно, очень, с одной стороны, это большая трудность, но это их будущее, это их карьера, так? Сталкиваются с трудностями в изучении языка, даже находясь в языковой среде. Довольно часто грамматическими и орфографическими ошибками пестрят рекламные баннеры, объявления, и бывает, проскальзывают они даже в печатных изданиях. В решении этой проблемы должны сыграть свою роль как преподаватели, так и средства массовой информации. Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство. Глава государства поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочником с нормами литературного языка. Им обязаны будут пользоваться все, начиная со СМИ, заканчивая представителями госструктур. При этом нельзя допустить упрощенчества в пунктуации и орфографии. Вспомним последние примеры, когда допустимым стал средний род для кофе или когда договор превратился в договор. А насколько грамотно говорит наше население? Мы выбрали несколько слов с наиболее распространенными ошибками в ударении и решили провести опрос на улицах Якутска. Звонит, торты, поняла. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. О шкафе принудить одновременно. Звонит, торты, поняла. Одновременно. О шкафе принудить. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. Ни один из участников опроса не смог произнести правильно абсолютно все слова. Проблемными остаются «звонит», «поняла», «принудить». Но все же правило есть правило, и эти слова входят в школьную программу русского языка. Но как быть и как учить детей правильному литературному слову, если это сегодня может преследоваться законом?
Да, именно так. Согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в немилость попали такие произведения классиков, как «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание». Теперь на них маркировки +16 и +18. Причина – наличие в них нецензурной брани и сцен насилия. При этом произведения сохраняются в едином госэкзамене. Запрещенку нельзя читать, но отвечать на вопросы придется. Чтобы избежать этой дилеммы, готовит законопроект. В нем будут прописаны книги, с которых исчезнет маркировка с возрастным ограничением, либо список обобщится до понятия «входят в школьную программу». К слову, о неоднозначных решениях на заседании всерьез задумались о необходимости вернуть специалитет для учителей русского языка. Как показала практика, бакалавров берут на работу неохотно, а в магистранты идут не все. У меня на этом все. Влад. Это была Сарглана Захарова с разбором темы о русском языке. Спасибо. Сейчас у нас короткая пауза. Вернемся через короткую паузу. Оставайтесь с нами, смотрите далее. 10 лет ожоговому центру. Отделение Республиканской больницы номер 2 в Якутске готовится отметить юбилей. Чего достигли? Какие планы? Отстоять честь республики команда Якутии готовится к поездке в Москву на национальный чемпионат Обилимпикс. Идут тренинги. Научился сам, научи маму. Мастер-класс под таким названием впервые проходит в Ленске в Центре доп. Образования. День рождения Нерюнгри, краеведческая выставка, осенний призыв. Эти и многие другие темы в обзоре новостей Нерюнгринского района в конце выпуска. Якутия-24 в прямом эфире. Программа «Итоги дня». Продолжаем выпуск. Больше молодых семей смогут участвовать в программе обеспечения жильем. Сегодня максимальный возраст семей, участвующих в госпрограмме, составляет 35 лет. В ближайшее время его собираются увеличить до 40 лет. Такие поправки в программу предлагает внести Минстрой России. Госпрограмма позволяет получить выплату из бюджета на покупку квартиры молодым семьям, которые официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Участники программы получают социальную выплату, которая составляет 35 или 40% от стоимости квартиры. Оставшуюся часть семьи вносят самостоятельно. В первую очередь право на социальную выплату имеют многодетные семьи. Ожоговое отделение Республиканской больницы номер 2 готовится отметить свой 10-летний юбилей. Когда-то это был небольшой диспансер, а сегодня крупный ожоговый центр. С какими показателями встречают эту юбилейную дату и какие планы у учреждения, расскажет Дмитрий Тымыров. 10 часов утра, хирургический кабинет, на столе маленький пациент. Здесь группа врачей-хирургов начинает работу по пересадке кожи. На данный момент проводится операция аутодермопластика по поводу ожоговой травмы. То есть ребенок получил термический ожог горячим маслом. И таких операций в год проводится пару сотен. Только за год через ожоговое отделение Республиканской больницы номер 2 проходят более 400 пациентов. Как отмечают врачи, тут они делают самые сложные операции, даже когда у пациентов поражен 90% кожного покрова. Бывает, конечно, привозят с общим, например, охлаждением, когда полностью человек находится в гипотермии. И, естественно, он в позе боксера, в позе эмбриона полностью. Таких вот людей мы тоже постепенно размораживаем. Ну и бывает, привозят тоже с пожаров 100%. И, конечно, это состояние крайне тяжелое. Ну, бывают моменты, когда мы и спасаем. Таких и дети были такие, и взрослые были. Сегодня в отделении работают профессионалы своего дела. Каждый из них не только врач, но и психолог. Ведь здесь им приходится работать не только со взрослыми, но и самыми маленькими. И каждому нужен свой индивидуальный подход. Говорят, порой бывают моменты, когда невозможно сдержать слезу. Ну, как мать, я очень переживаю за детей, которые получили ожоги, потому что эти ожоги как бы уже на всю жизнь, да, последствия остаются. Это глубокие шрамы, контрактуры, которые потом ежегодно или в течение 2 лет надо опять как бы на пластику приходить. Сегодня, встречая 10-летний юбилей, врачи отделения планируют немного расширить возможности ожогового центра, чтобы принимать еще больше пациентов и работать в современных условиях. Мы здесь планируем сделать ремонт, расширить палаты,
здесь, в этой части отделения сделать административную часть, а там вот у нас лечебный блок. Отметим, сегодня ожоговое отделение Республиканской больницы номер 2 является единственным центром по оказанию первой помощи людям, которые получили ожоги и обморожения различной степени тяжести. Также центр является одним из основных баз, где проходят свое обучение и практику будущие врачи медицинских учреждений республики. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутск. Команда Якутии готовится к поездке в Москву на национальный чемпионат Обилимпикс. 5-й конкурс профессионального мастерства для молодых людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет с 18 по 23 ноября. Отстаивать честь Якутии будет 21 человек. Это победители и призеры регионального этапа. Каждый из них продемонстрирует свое мастерство в разных компетенциях. Сюжет Саргаланы Федоровой. Айталина Синькина показывает, как ухаживать за пациентом с приступом астмы. Так она оттачивает навыки, которые ей предстоит продемонстрировать на чемпионате. Девушка выступает в компетенции медицинский и социальный уход. Готовится основательно. Она уже победила в региональном этапе. Впереди отборочные в Москве. И только затем финал. Я должна уметь, получается, помогать тяжелобольным пациентам с помощью вспомогательных предметов, перемещать, а также оказывать социальный уход. После окончания колледжа хотелось бы стать медицинской сестрой. Среди участников – студенты, школьники и специалисты. Демонстрировать свои навыки на чемпионате сложно и ответственно, говорят ребята. И чтобы сплотиться и поднять командный дух, они сегодня прошли психологический тренинг. Разумеется, волнуюсь, да, прежде всего. Хорошо, что есть такой тренинг, который помогает справиться с основным нашим врагом. Это, конечно, волнение. Я впервые участвую в Обилимпиксе в качестве студента. Мы готовимся ежедневно и практически с утра до вечера. На соревнованиях молодые специалисты проявляют себя в самых разных компетенциях, начиная от ювелиров, заканчивая экономистами. Чемпионат открывает им двери на рынок труда. Движение Обилимпикс само тоже очень сильно развивается. И там не только вот чемпионат, да, и очень широкая там программа, деловая программа. То есть очень много разговоров пойдет, как организовывать чемпионат по инклюзивному обучению, по доступной среде. Все эти вопросы будут там очень на высоком уровне обсуждаться. На чемпионате примут участие более 1000 молодых людей из 85 субъектов страны. Их работу будут оценивать более 300 экспертов. В прошлом году представители республики завоевали 5 медалей. А в этот раз команда едет расширенным составом. Соответственно, шансов на победу будет больше. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутии отмечается один из самых низких уровней преступности среди субъектов России и Дальнего Востока. Об этом заявил министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко в ходе праздничного мероприятия, посвященного Дню полиции. В этом году якутское ведомство отмечает 101-й год со дня основания. В мероприятии принял участие глава республики Айсен Николаев. Он отметил высокий неоценимый вклад сотрудников полиции в безопасность якутян. По данным, по итогам 9 месяцев работы в этом году на 22% отмечается снижение количества преступлений со смертельным исходом, а на 15% снизилось число преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, в том числе убийств почти на 30%. Преступность у нас самая низкая по России и ниже по Дальневосточному федеральному округу. На сегодняшний день я хочу отметить, что по многим результатам работы мы вошли в десятку лучших субъектов Российской Федерации. Это по раскрываемости преступлений, по направлению преступлений, по направлению уголовных дел в суд. Также по интернет-мошенничеству мы вошли в десятку и занимаем 8-е место по России. Научился сам научи маму. Такой мастер-класс впервые организовали в Ленске в Центре дополнительного образования в преддверии Всероссийского дня матери и юбилея системы доп. Образования. Маленькие воспитанники не просто демонстрировали свои знания, а еще и обучали своих мам и бабушек всему, чему научили их на кружках и секциях. Анна Кожевникова из Ленска подробнее. Что я делаю для мамы?
учатся сами и учат своих мам. Впервые в Центре дошкольного образования СРГ был опробован такой метод работы с воспитанниками в виде мастер-класса для мам в преддверии Всероссийского дня матери. Мы решили попробовать, и я считаю, что у нас получилось, потому что действительно пришло много детей. Дети заинтересованы научить родителей, мамочки тоже все довольны. Да и сами педагоги принимают активное участие в этих мастер-классах. Сегодня дети выступали в роли педагогов. Они обучали родителей тем навыкам, которые получили сами. К примеру, здесь можно было сделать поделку в виде корзинки. Старшие воспитанники практически всех секций выступили в этот день в роли преподавателей. Юные художники учили рисовать, танцоры танцевать, а маленькие рукодельницы мастерить мягкие игрушки из пряжи. Что ты тут делаешь? Пусистика делаю. Ой, получается у тебя? Да. А вы? Первый раз в таком участвуете в мероприятии? Да, конечно, первый раз. Очень даже интересно, мне нравится. Маленькие изящные модницы из театра моды КРКО учили мам и бабушек дефилировать по сцене. Возле преподавателя английского языка собралось множество желающих освежить знания. Захватывали и современные технологии. Создавать электронные модели роботов захотелось не только мужской половине. Одной из самых популярных стала секция квиллинга. Здесь необходимы усидчивость и терпение. Родители по достоинству оценили и труд преподавателя, и старания своих детей. Получается, что они понимают, каков труд учителя научить чему-то ребенка. Вот даже сейчас, допустим, в школе, да, вот нам объясняли мастер-класс по пумпону, вот поэтому я говорю, тяжело? Она говорит, ну нет, не тяжело. Я говорю, ну вот учитель в школе, допустим, вас учит, говорю, вас тут, она говорит, ой, я устала, уже все не могу, вот 2 человек, а 3-го не смогу сделать. Я говорю, а вот учителя, говорю, какой труд колоссальный. Тут же можно было посмотреть и стать самим участниками спектакля в кукольном театре. Родители, оказывается, тоже испытывают волнение, оказавшись на импровизированной сцене. Зато юные артисты отлично справились с ролью педагога и режиссера. Мы учим родителей артикуляционной гимнастики, мимической гимнастики. Потом, после того, как мы размялись с родителями, мы идем за ширму и учим их, как правильно держать куклу. Потом мы играем в спектакль, и все говорят, что им нравится. Да и в целом такой семейный выходной день, где ребята могли показать свое мастерство и пообщаться с мамой вне домашних стен – отличная практика для укрепления отношений между всегда такими проблемными поколениями отцов и детей. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Далее смотрите обзор новостей и событий Ниренгринского района. Слово передаю коллеге.